Раиль Хайруллин встречает дочь из 182-го лицея в Салават-Купере. Старший сын учится здесь же, но его перевели на дистант. У меня дочка вот в младших классах. Пока они учатся. Не знаю до какого времени, но соседнее здание школы, тоже вот 182-го лицея, где взрослые дети учатся, там ее уже закрыли. Все дело во вспышке так называемой внебольничной пневмонии. В 182-м лицее выявили 13 случаев. Естественно, мы ушли на 10-дневный карантин. Учителя также приходят в классы и из кабинетов по расписанию дают уроки, принимают уроки, составят оценки, журнал работает. То есть процесс не прекращается. Сейчас в Казани на карантин перевели 2 учебных заведения. Кроме 182-го лицея, работу приостановила 135-я школа. Там болели 11 детей. Всех ребят перевели на дистант до конца ноября, отметили в управлении образования города. Несмотря на то, что в этих двух школах обучаются почти 4000 детей, других случаев пока не зафиксировано. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, при регистрации 2 случаев класс отправляется на разобщение, а при регистрации более 10 организуется временное приостановление деятельности образовательной организации. По словам специалистов, внебольничная или микоплазменная пневмония, как правило, наблюдается осенью или зимой. Речь идет об инфекции, которую вызывает микоплазма, бактерия, живущая в организме почти каждого человека, но активизируется только в период простуд. Первичные симптомы схожи с ОРВИ, но поставить точный диагноз можно только в лаборатории. Есть серологические тесты, есть ПЦР-диагностика. Обычно, когда нет эффекта от стандартной антибактериальной терапии, возникает подозрение о какой-то другой природе заболевания, в частности, микоплазменной инфекции. Заболеваемость носит цикличный характер. Подъемы происходят каждые 5-6 лет, отмечают врачи. Наиболее уязвимые – дети. Ситуация контролируемая и соответствует сезонному времени года. Для купирования рисков распространения инфекции осуществляется непрерывный мониторинг заболеваемости внебольничной пневмонией, в том числе в детских организованных коллективах, проводятся утренние фильтры. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Этот вид пневмонии устойчив к антибиотикам, поэтому врачи рекомендуют прививаться от вирусов, которые могут привести к заболеванию. А также не забывать элементарные меры профилактики, носить маски и чаще мыть руки. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань.